у нас сегодня третий ифтар, мы первый ифтар. Ну, как по традиции, у нас был первый студенческий ифтар здесь. Потом, значит, на той неделе вот мы собрались Национальный конгресс татар и тюркских народов. Вот мы, ифтар у нас был тюркских народов. Да? У нас практически все общины тюркские были здесь. Вот мы с ними такой вместе ифтар, они многие новые, многие не знали друг друга. Вот очень полезно было тюркский ифтар такой. Сегодня у нас по традиции у нас такой один из клубов, таких старых клубов, уже, значит, ему 27 лет, это клуб «Гиппократ». Мы стараемся собирать студентов. Значит, ну вот, к сожалению, сегодня в основном пироговцы, нет Сечина, нет Стомат, да? Или Сечин тоже есть? Есть. Сечины, да, вот. Поэтому сегодня вот у нас 3 института, у нас задача собрать их, чтобы они между собой познакомились. Вот здесь сидят все будущие академики, министры здравоохранения, да, вот. Ну, у нас президент клуба «Гиппократ» Дана Юсуфовна, вот, уважаемый наш, может быть, пару слов напутственных таких вот, президент нашего клуба «Гиппократ». Огромное спасибо Рустему Софиевичу, который нас тут всех всегда регулярно собирает, объединяет. И уже очень много лет существует клуб «Гиппократ». И вы знаете, основная концепция, которая нас всех объединяет в этом клубе, это, конечно, то, что мы все представители одной нации. Хотя наши двери всегда открыты и для людей любых других национальностей. Но все-таки основной стержень, основная задумка, чтобы мы вместе как-то сплачивались, поддерживали друг друга. И действительно, вот под предводительством Гульнары нашей, молодежь наша, студенты, в каждом институте медицинском Москвы, а их несколько в городе, есть свои татарские землячества. И вот под предводительством нашей Гульнары, под идейным руководством Рустема Софиевича очень много разных мероприятий наша молодежь здесь проводит. И самое главное, наверное, то, что вот и с моей подачи я ребят очень консультировала, рассказывала новые правила поступления в ординатуру, для того, чтобы уже с младших курсов знали наши будущие коллеги, к чему готовиться. Значит, помогала в ординатуру поступить, диссертации вот защищаются под моим руководством. Ну и в конце концов в этом нашем клубе, значит, даже люди находят свои половинки. Несколько свадеб у нас уже прошло, да, Гульнара? Ага, вот так вот. И білесізме, бір заман бір ниндейдір шит орында инде, значит, бір апа ниндейдір ауыр хәлгә эләккән. Ул бөтен кеше арасыннан сайлап алды да миңа мөрәҗәгать итә. Балакаем, татардыр син. Синдә мөселман нуры бар ди. Мөселман нуры. Менә безнең мондагы максат шушы мөселман нурын саклап, тагын да аны үстереп, менә шулай итәр өчен без монда җыелышабыз. Үзебезнең мөселманлыгыбызның избат итәр өчен. Мөселманнарга хас булган һәрбер хас булган качестволарны саклап калып, олыларны олылау, балакаем, олыларны олылау, бөтен гырыф-гадәтләрне саклап калу, ул кешенең үзенә генә файда була. Вы знаете, вот так же, как вся физиками доказано, Земля имеет энергоинформационное поле. Также каждый человек, даже каждый предмет, имеет свое энергоинформационное поле, друзья мои. И каждый предмет, клеточка каждый предмет, каждая цифра, буква, тем более слова, бранные или хорошие слова, имеют свою вибрацию. И от того, какими словами мы разговариваем, какие поступки совершаем, все это рикошетом бьет по самому этому человеку. Но однажды я уже рассказывала, все-таки не удержусь. Вот поскольку я доктор медицинских наук, профессор, в прошлом депутат Государственной Думы, изобретатель СССР, член Союза журналистов России, еще много всяких у меня титулов, за плечами 5 институтов и просто хорошая женщина. Прекрасно. Вот, друзья, поэтому просто как человек и как врач хочу вам рассказать. Бегают по нашим кровеносным сосудам эритроциты и лейкоциты. Встречаются, говорят: слушай, говорят, над нами есть Бог, человек.
Так ты его видел когда-нибудь? Есть он или нет? Ну, давай побегаем, поищем. Разбежались. Снова встречаются. Ну, ты видел человека? Нет, не видел. Значит, нет человека. А сами бегают у него в кровеносном русле. Так и Господь Бог, друзья мои. Я вам говорю, доктор медицинских наук, за плечами которого 5 институтов. Это некое энергоинформационное поле. И все, что мы совершаем, почему наши проповедники, наши муллы, у меня с 2 сторон жиде буон муллалар, и кияктанда эби бабаларым, что называется. Вот. Почему все, что нам завещают, васият итеп калдырды дип әйтәбез. Аның бөтенесе дә ул халкым хазинәсе. То, что каждый из нас сделает, это наше общее достояние, понимаете? Где-то, значит, по телевидению передают эпизод, боже мой, ребята, татары, так они там издевались, кого-то избили, и нам всем плохо, и нам всем стыдно, понимаете? И наоборот, где-то очень хорошую лекцию прочитаешь, к тебе начинают подходить люди другой национальности и записываться в татары. А вы знаете, у меня ведь жена татарка. А вы знаете, у меня ведь бабушка была татаркой. Понимаете? Вот, поэтому у нас должен быть комплекс полноценности. Не комплекс неполноценности, кто-то стесняется, что он татарин, скрывает, да? Вот, а комплекс полноценности, потому что мы с вами знаем тюркскую культуру, знаем российскую, русскую культуру. Мы с вами знаем больше, чем все остальные вокруг. Вот так вот. Поэтому с гордостью за то, что мы татары, за то, что мы мусульмане, нисколько не умаляю все другие религии. Бог Он один. И Он кругом, Он везде. Мы внутри. И все это на вибрационном, энергоинформационном уровне. Поэтому давайте будем слушать, что нам говорят наши муллы. Давайте будем слушать, что нам завещают наши родители, наши бабушки, дедушки. Почему особенно воспитанные, добропорядочные люди, именно те, которые воспитывались с бабушкой, с дедушкой. Вот, потому что они сохранили наши традиции. Вот во имя чего наш клуб вот так вот собирается. Аллах Та'аля говорит. Смотрите, да, вот интересный вопрос. Аллах Та'аля говорит. Что значит Аллах Та'аля говорит? Как это понять? Вот когда слышишь, Путин сказал, Ленин сказал, Карл Маркс, Аристотель сказал. Люди, да? Известные люди, уважаемые люди. Какой-то статус, положение занимают, правильно? Что говорит, сказал Аллах Та'аля? Что это значит? Вот вы просто думайте. Сказал тот, кто сотворил этот мир. Вы вдумайтесь. Сказал тот, кто сотворил этот мир. В чьей власти находится все. Тот, перед кем мы в судный день будем стоять. И тот, кто будет решать нашу вечность. Рай или ад. Тот, перед кем мы будем отчитываться. Вот он говорит и задает вопрос. Афахасибтум аннама халакнакум абасан. Неужто вы считаете, что мы вас сотворили абасан, так вот просто так, играясь, без какой-либо цели? وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَ لَا تُرْجَعُونَ, что вы к нам не будете возвращены? Что можно услышать, увидеть в этих значениях, в этом вопросе? То есть, как вы думаете? Вот давайте представим себе ситуацию. Вот вы находите какое-то сооружение посреди поля. У вас возникает вопрос, зачем это сооружение? Кто его построил, с какой целью? А если сооружение грандиозно, уникальное? Тем более вопрос сразу возникает, а зачем это все было, сооружение сделано? Тот великий конструктор, который это все спроектировал, ведь он же, глупостью будет, если он просто так вот взял это грандиозное сооружение, какую-то постройку сделал. Так вот, удивительный этот мир. Но тем не менее, многие люди признают, что есть Творец Всего Сущего, есть что-то после смерти. Но тем не менее, когда задаешься вопросом, а для чего нас Бог сотворил? Что Он от нас хочет? Люди начинают сами придумывать и догадываться, а вот, наверное, я считаю, Он сотворил меня для того-то, того-то. Или же для того-то, того-то, пытаются догадки строить. А может быть лучше возвратиться к тому, кто нас сотворил, и у него попытаться узнать, для чего Он нас сотворил. Но первое, к чему, вот в данном аяте, с чего я хотел привести до ифтара, это вопрос, который Аллах Та'аля заставляет нас задуматься. Афахасибтум, неужто вы считаете, аннама халакнакум абасан, что мы вас сотворили просто так, играясь, то есть как баловство, как забава.
Вот то же самое, как постройки. Просто так никто же не строит. «Уаннакум илейна ля турджаун». И что, вы не будете возвращены к нам? Для чего возвращены? Как думаете? Для чего? Расчет. Расчет. Есть Творец. Он нас сотворил. В нас естественную нужду в нем вложил. Чувство, фитра, то, что называется. Естественное, природное, стремление к религии. Отправлял посланников с ясными доказательствами того, что это люди пришли от Бога. С руководством от Бога. Кто-то принял это руководство, задумался о нем, подчинился ему. Кто-то его в стороне оставил, проигнорировал, посчитал, что это слишком... Он не нуждается в том, чтобы его жизнь кто-то регулировал, и чтобы кто-то ему говорил, что правильно и неправильно. Неужто вы считаете, Аллах Та'аля говорит, что мы вас сотворили просто так, играясь, без какой-либо забавы, просто, вот, без какой-либо цели? «Уаннакум илейна ля турджаун», что вы к нам не будете возвращены? Для чего? Для расчета, для отчета и спроса. «Фата'аля Аллахуль маликуль хак, ла иляха илля хуа раббуль аршиль карим». Аллах Та'аля говорит: «Фата'аля Аллахуль маликуль хак». Та'аля, то есть превыше, превознесся. То есть превыше всего этого. То есть превыше Аллах Та'аля в данном контексте, чтобы сотворить что-то без цели какой-либо, без смысла. Превыше Аллах Та'аля, возвышен над этим. Превыше Аллах, владыка, истинный владыка, настоящий владыка всего существующего. Истина ее, его речь истина. Его деяние, все, что он творит, оно поистине происходит. Ля иляха илля хуа. Нет никого заслуживающего поклонения, обожествления и отношения как к Богу, кроме как тот, кто сотворил этот мир. Вахуа раббуль аршиль карим. И он Господь благородного арша, трона. Самое великое творение, которое есть в мироздании, существует. Арш, трон. И Аллах Та'аля является его господином. Иншаллах, если вопросы будут или тему продолжить, иншаллах, после ифтара, иншаллах. Субханакаллаху бихамдик, ашхаду ля иляха илля Аллах, астагфирука ва атубу илейх. Неважно, как Бог называется, Бог действительно един. Я ученый, я изучаю это явление, изучаю дружбу народа, изучаю. Вот сейчас мы сидим рядом. И я говорю, самое главное, все люди понимают речь, но не понимают смысла. Зачем? Зачем это все? То есть как раз то, о чем говорил, я не мой коллега, просто мой, наверное, уже вот единомышленник, даже не важно, какой он религии, единомышленник. Поэтому я в первую очередь выражаю благодарность Рустаму Фазилевичу, вам всем низкий поклон. Мы накануне весеннего большого праздника женщин. Этот праздник идет очень издавна. Это праздник Лады и Лили. И наша с вами общая прародина – это Великая Тартария. И я скажу, что не первый шаг, а добились ее признания именно в Казани татарские ученые. Они заставили Российскую Академию Наук, которая, мягко говоря, не совсем уже российская, и там сидит пятая колонна, они заставили признать наших с вами общих предков Великой Тартарии. А потом уже пошли различные направления, там по национальностям или еще что-то. Понимаете, да, честь вам и хвала, что вы сохраняете национальную культуру, сохраняете свой народ через культуру. Нам приходится учиться у вас. Где-то мы ссорились, где-то ругались там, но, наверное, это как все равно то ли братья или соседи, иногда поругаются, иногда выступают против общего врага. Мы накануне большого праздника 80-летия победы советского народа, в который ходили и русские, и татары, и славяне, все народы Великого Советского Союза. Это единый праздник, который нас объединял. И сегодня нам самая главная, наверное, задача – единение. Вы подняли это знамя единения в начале своей нации, а потом уже будем и мы к вам, наверное, присоединяться или брать с вас пример. Низкий вам поклон, братья. Я так назову своих татар. Я с ними дружу. Я сам военный, неоднократно бывал по всей стране, встречал татар. И, наверное,
Ну, нам говорили, украинцы близки, но ближе, наверное, татар нам никого не было. Единственное, что нас и то не разъединяет, немножко различает, это форма верования, вот и все. А так, за единство, за братство, и давайте будем дружны в общих целях, и тогда вы будете сильны, мы будем крепкие, сильны, и счастье, и свет с небес к нам снизойдет. Всего вам доброго.